Меры поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, контроля ценовой политики, совместной работы и сотрудничества в области индустрии гостеприимства СКФО в условиях санкций открыл форум полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Он отметил, что индексы производства в округе выросли на 4,5%, а в АПК и строительстве на 10%. По сравнению с началом 2021 года Чайка полагает, что Северный Кавказ с каждым годом становится все более перспективным и интересным для инвесторов. По итогам 2021 года был сформирован значительный задел в поступательном развитии отраслей экономики. На 5,5% вырос индекс промышленного производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства увеличился более чем на 12%. Восстановились после снятия коронавирусных ограничений сферы розничной торговли и оказания услуг с ростом превышающих 6 и 16% соответственно. Необходимо отметить, что Северный Кавказ каждым годом становится все более стабильным и привлекательным для инвесторов. Только за 2020-2021 годы суммарный портфель заявленных проектов частных инвестиций в субъектах округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2 раза и составил 318 миллиардов рублей. Юрий Чайка акцентировал внимание участников форума на том, что в СКФО реализуются меры по стабилизации цен на товары первой необходимости, налоговому стимулированию и снижению давления на бизнес и так далее. На всех уровнях исполнительной власти, в муниципальных образованиях и в объединениях работодателей для нивелирования угроз функционируют оперативные штабы по обеспечению устойчивости экономики. В ежедневном режиме проводится сбор инициатив и предложений по дальнейшим мерам стабилизации экономики и социальной защиты. Уже сегодня реализуются меры стабилизации цен на товары первой необходимости, налогового стимулирования и снижения давления на бизнес, ускорения использования бюджетных средств, поддержки системообразующих предприятий и субъектов МСП, защиты инвестиций малого и среднего бизнеса, защиты инвестиций, обеспечения критического импорта. Большое внимание уделяется вопросам социальной поддержки населения и рынка труда и сохранения уровня занятости. Правительством Российской Федерации на базе Минэкономразвития в круглосуточном режиме ведется титаническая работа по сбору и обработке информации, подготовке мер купирования внезапно возникающих угроз, а также превентивного реагирования на прогнозируемые события. В своей речи на форуме министр экономического развития Максим Решетников, среди прочих, отметил важность 2 направлений – логистики и туризма. Исходим из того, что округ по-прежнему в зоне приоритетного внимания правительства Российской Федерации и всех федеральных ведомств, Министерства экономического развития координирует эту работу и под руководством Александра Валентиновича Новика, в тесном координации с полпредством мы постоянно и предметно занимаемся этой работой. Работу, которую в прошлом году вели вместе с вами по созданию моделей социально-экономического развития, она остается для нас ориентиром, более того, она актуальна из позиции сегодняшних реалий. Мы видим, что ставка на точки роста, на сельское хозяйство, на промышленность, на логистику, на туризм, она сделана абсолютно правильно. Сейчас крайне важно эти конкурентные преимущества округа конвертировать в новые возможности, которые появляются и еще будут появляться с открытием новых ниш, с перестройкой производственных и логистических цепочек, переориентацией экспорта и импорта. СКФО может стать лидером в производстве сельхозпродукции. Глава Минэкономразвития страны предложил донастроить меры поддержки корпораций некоторых предприятий в СКФО. Министр подчеркнул, что регионы Северного Кавказа обладают хорошим потенциалом в области развития АПК. Агропромышленный комплекс, традиционное преимущество округа, становится еще более конкурентоспособным. Многие эксперты, вы знаете, предрекают ограничение предложения продовольствия уже осенью, и в этой связи развитие АПК является той точкой роста, которая будет востребована в ближайшее время. По оценкам Минсельхоза, к 2030 году Северный Кавказ способен не только закрыть потребности округа, но и серьезно нарастить поставки в другие регионы и на экспорт. Освобождаются ниши, где СКФО может стать лидером. Овощи и фрукты, злаковые, мясомолочная продукция, продукция рыбных хозяйств, минеральная вода. Хорошие перспективы у виноградарства. В 2020 году на Северном Кавказе собрали более 40% от общероссийского объема винограда, причем треть была выращена в Дагестане. Кроме того, сейчас есть возможность наращивать объемы продукции и переориентировать их на альтернативные рынки сбыта, в первую очередь это Азия и Ближний Восток.
Запросы от этих стран поступают. Географическая близость и наличие транспортной логистики, преимущества которого нет ни у кого из других регионов. На федеральном уровне уже увеличено финансирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей. Еще в феврале были приняты решения, очень своевременные. Сейчас активно идет наращивание кредитования, на очереди кредитование системообразующих сельхозпредприятий. Выделены средства на закупку техники и оборудования. То, что я сказал, отдельно 26 миллиардов на поддержку системообразующих предприятий, на субсидирование процентных ставок направлено. Второй момент. Россия с 2004 года живет в условиях санкций, и сейчас экономика структурно более устойчива, чем когда бы то ни было. Создана национальная платежная инфраструктура, системы платежных карт, быстрых платежей, передачи финансовых сообщений. Поэтому уход из России Visa и MasterCard, отключение от SWIFT не привел к сбоям в расчетах внутри страны. Укрепили продовольственную безопасность, снизилась доля доллара во внешнеторговых операциях, нарастили долю расчетов в рублях, диверсифицировали структуру экспорта. Доля нефтегазового экспорта в товарном экспорте снизилась с 2/3 в 2013 году до менее чем половины в 2021 году. Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета снизилась с половины до 35%. Кроме того, за плечами опыт работы 2020 года, после которого мы восстановились гораздо быстрее, чем многие другие экономики, в том числе и западные экономики. И, конечно, это стало той базой, тем опытом, что в текущих условиях позволяет экономике чувствовать себя уверенно. Это как раз тот задел, о котором Юрий Яковлевич сказал. В-третьих, правительство уже запустило план первоочередных мер для адаптации бизнеса и экономики к работе в новых условиях. На сегодня таких мер 197, из них 89 уже реализуются. Главное, с чего мы исходим. Мы максимально снимаем все внутренние ограничения для бизнеса. То есть речь идет о максимальной предпринимательской свободе. За счет чего? Объявлен мораторий на проверки, отменены 190 тысяч плановых и внеплановых проверок. Причем это проверки не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. В ходе диалога Махмуд Али Калиматов отметил, что в целом ситуация в Ингушетии характеризуется как стабильная. Наравне с другими регионами в республике создан оперативный штаб по разработке и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Составлен план по их внедрению. Глава Ингушетии подробно ознакомил участников форума с текущей ситуацией в разных отраслях экономики, в частности в промышленности. Хадис Забриева, Хусейн Гакиев, Субханиев, Рахман Цуров, Новости 24.